Алло, ще раз вітаю. Ви сказали, що діти йшли на обід. Да, это было время обеда, и дети шли в буфет на обед. И в районе буфетной было самодельное взрывное устройство. А на втором этаже техникума была стрельба из обрезов. Предварительно говорили, что это вооруженные люди неизвестно кто. А сейчас стало известно, что это был бывший ученик этого техникума, или же он сейчас учится на последнем курсе, учился. И он с друзьями устроил эту стрельбу. Погибло много детей. Погиб преподаватель, погибли там работники техникума. Сейчас в больницах родители стоят, они не знают, что с их детьми, потому что оперировать местные врачи не успевают, ждут с Симферополя и с Краснодара врачей и оборудования. Очень много огнестрельных, есть без, по разговорам есть без рук, без ног, кому-то оторвало. В общем, ситуация такая. Сейчас объявили гражданам города, что необходима кровь на сдачу. И район завода Войкова оцеплен. Не ходят маршрутки, проверяются дома, проверяются все люди странные, кого ищут. Приехало 3 БТРа с военными, отцепили этот район. Тобто я правильно розумію, що зараз прилеглі райони, вони є перекриті і дуже багато силовиків, так? Так. Чи є якась інформація про мотиви, так, Владислава Рослякова? Чому він здійснив ці вбивства? Пока никаких мотивов непонятно. То есть об этом стало известно буквально последний час, о том, что это был он. Изначально была версия, что это какие-то вооруженные люди, может быть даже татары, устроили свою месть. И были слухи о том, что это было не в одном месте, а в нескольких. То есть не в одном техникуме, а еще в каких-то школах. Школы все закрыты, детей распустили по домам, все везде проверяется и оцеплено. То есть не одна школа. Наприклад, поки що фігурує лише 18-річний студент 4-го курсу Владислав Росляков. Але ви згадали, що це була група осіб. Тобто про це десь йде мова, бо в засобах масової інформації лише озвучується одне ім'я, так, Владислава Рослякова, але я так зрозумів, що мова йде про більше людей, які організували цю річ. Да, изначально было около 3 человек, и говорили, что их поймали, но сейчас пока о них тишина, то есть неизвестно, что это, правда это или неправда. Як взагалі ситуація в Керчі, як себе поводять люди? Люди очень напуганы и все встревожены тем, что город очень маленький и в основном все друг друга знают. Поэтому каждого коснулась эта беда. Каждый переживает за этих детей и за то, что с ними случилось. И сочувствует их родителям.